С 12 по 19 октября в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова проходит международный конкурс пианистов, посвященный памяти Светланы Галеевны Хамидуллиной. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Евгений Зотов, член жюри первого международного конкурса пианистов имени Светланы Хамидуллиной, как я сказала, и доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Евгений Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам за приглашение. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. Для нас это возможно, для того, чтобы пообщаться и узнать подробности мероприятия, которое проходит у нас в столице республики, чтобы именно со стороны. Евгений Вячеславович, конкурс посвящен Светлане Хамидуллиной, фактически основателю башкирской школы фортепиано. Насколько значимая эта фигура? Мне кажется, что очень значимые, к тому же прекрасные слова сказали на открытии конкурса. То есть все, кто, может быть, не так хорошо знал эту личность, да, сказали, что действительно она одна из основоположниц фортепианной школы башкирской. Вообще, мне кажется, что в Уфе очень хорошие традиции фортепианные, причем довольно длительные. Да, и я это знаю не понаслышке, потому что моя супруга, она здесь родилась и начинала обучаться. Моя теща Алла Федоровна Зуева, она долгое время работала в десятилетке для одаренных детей, поэтому, конечно, вообще, мне кажется, что в Уфе очень серьезный уровень школы, и вот я опять же повторюсь, и традиции. И мне кажется, что очень важный момент именно, что Светлана Галеевна, она именно обращала внимание особо на талантливых детей, то есть вот именно то чутье, да, найти одаренного ребенка и, так сказать, с ним действительно по-настоящему работать. Вот тоже была фраза со сцены произнесена, как она любила говорить, что с талантливыми детьми нужно заниматься особенно. Поэтому мне кажется, что это замечательно, когда удается воплотить в жизнь такие проекты, как вот конкурс. Вот конкурс проводится впервые и сразу международный уровень. Это накладывает какую-то дополнительную ответственность, как думаете? Ну, вообще, я думаю, да, потому что все-таки, так сказать, во-первых, и сам уровень конкурса, вот мы уже успели отслушать первые туры, и хочу сказать, что уровень очень высокий. Все участники очень хорошо подготовлены, очень хорошая география, да, широкая, то есть и фактически из всех наших крупных городов России, и много участников из Казахстана. Все очень хорошо играют. И, конечно, статус международного конкурса, он, так сказать, поднимает, скажем так, планку самого мероприятия. И надо сказать, что и по программе, то есть не только по уровню игры, и изначально, когда я увидел положение конкурса, именно требования программные, это, вот, в принципе, как на всех очень высокого уровня фортепианных конкурсах, да, то есть 3 тура, обязательно в финале концерт с оркестром. То есть это действительно показатель. Я знаю, что есть несколько категорий, в которых играют участники. Могу поподробнее спросить? Да, у нас есть 3 категории. Первая — это с 15 до 20 лет, если не ошибаюсь. Это в основном студенты среднего звена. Потом категория с 20 до 28, это студенты вузов. Она, конечно, фактически одна из самых таких многочисленных. И есть, что очень интересно, и бывает не так часто, категория после 28 лет и без, так сказать, лимита возрастного. То есть, в принципе, даже мы так немножко перебрасывались шутками с коллегами, что, по идее, и мы могли принять участие, если бы мы не являлись членами жюри. Так что я считаю, что это интересно. Евгений Вячеславович, какую программу играют участники? Может быть, есть какие-то специальные или на выбор? Да, спасибо за вопрос. Вот я обязательно должен это сказать. Конечно, есть, как на всех конкурсах, да, какие-то стандартные требования, но мне кажется, еще очень важный момент, что для участников обязательно исполнение башкирской музыки. И мы уже довольно приличное количество послушали произведений башкирских композиторов, и я должен сказать, что это совершенно замечательная музыка, высочайшего уровня, очень интересная. И даже я думаю, что, может быть, надо уже вводить ее, так сказать, в репертуар, вот, например, и в моем классе в Санкт-Петербурге, потому что мне кажется, что это
очень интересно. Действительно отличная, интереснейшая музыка. И я считаю, что это правильно, именно то, что было сделано обязательным исполнение башкирских сочинений. Вы сказали, что есть 3 категории участников. Расскажите, вот для вас, какая из них наиболее интересная? Ну, может быть, самые юные, не такие мастеровитые, может быть? Совершенно верно. Вы прям вот угадали, так сказать, мою мысль. Конечно, то есть, как профессионалу, наверное, мне интересно слушать уже студентов вузов, и так как я сам преподаю в вузе. Но именно первая категория, где еще более юные наши участники, она интересна тем, что вы правы, может быть, можно закрыть глаза на какие-то недочеты, но вот энергетика их, да, она очень подкупает, потому что, в принципе, большинство участников очень живые, и, конечно, это всегда очень интересно, то есть не просто, так сказать, какие-то сидишь, отслеживаешь профессиональные вещи, а именно вот очень увлекает. Я ничего не хочу сказать про более старших, тоже замечательные есть ребята. Вот, но вот и вообще у меня вот по опыту я могу сказать, что когда совсем малыши играют, тоже очень интересно. Потому что у меня были опыты, когда там категория там, от 7 лет до 10, например, это потрясающе интересно. И, конечно, очень, когда дети совсем маленькие, очень трогательно. Это же как в спорте. Они же выходят соревноваться, да, на ковер, да, еще и хочется куда-то. вообще, И у на них самом деле, эмоций. очень хочется вообще поощрить всех. Ну, так сказать, конкурс, это и есть конкурс, поэтому тут уж, да. Расскажите, насколько сейчас вот именно музыка и обучение музыкальным инструментам популярно среди, может быть, детей? Насколько это сейчас? Потому что, к чему я веду? К тому, что есть гаджеты, другие увлечения и так далее. Сейчас очень много говорят об IT, но есть вот такое вечное, как музыка. Вот привлекает ли по-прежнему? Мне кажется, да, к счастью, многие занимаются музыкой в совершенно разных, да, проявлениях. Не обязательно это, так сказать, игра на инструменте, это может быть и пение, и даже хоровое пение. Вот, мне кажется, что это очень важный момент, да, и вот, так сказать, вообще мне кажется, что детей надо в хорошем смысле нагружать, да, какими-то вот дополнительными вещами, не только школьной программой. Именно вот, чтобы это отвлекало их от, как вы правильно сказали, от гаджетов, которые, конечно, являются такой огромной проблемой и приманкой. То есть без них никак уже мы не можем себе представить свою жизнь, но они таят в себе, конечно, большую опасность. И вообще, мне кажется, что занятия музыкой, именно они, конечно, все дети, которые занимаются музыкой и в музыкальных школах, не обязательно станут музыкантами, но вот это ощущение прекрасного, да, ощущение почувствовать себя, скажем так, творцом, да, то есть вот это творчество, оно останется на всю жизнь, и мне кажется, что в любом деле оно поможет. Даже могу привести небольшой пример. Вот у нас в Петербурге есть такое учебное заведение, одно из старейших, хоровое училище имени Глинки. Там именно вот по хоровым специальностям учатся. И вот был случай еще в 90-е годы, когда приезжали сотрудники немецкого банка, очень известного, хотели набрать себе на стажировку и, так сказать, почему-то обратились в хоровое училище, и очень многих оттуда взяли. Хотя ребята совершенно никаким образом вообще не связаны ни с банковским делом, ни с чем, но они это объяснили тем, я имею в виду сотрудники банка, что вот они считают, что, может быть, в чем-то они более ценные сотрудники, так как могут принимать какие-то нестандартные решения, например, или мыслить, так сказать, не какими-то нестандартными категориями. Так что вот мне кажется, что занятие искусством, да, и, конечно, и живопись, и танец, ну и для меня главная музыка, это, конечно, очень важно и очень поможет в дальнейшем, наверное. А если говорить сейчас о развитии именно музыки не только по республике, по регионам в стране, насколько сейчас, понимаю, что непростые, может быть, времена, но тем не менее, удается ли удержать вот прежний уровень и поднимать его? Вы знаете, мне кажется, что да, удается, конечно, есть сложности, но вот я не могу сказать, конечно же, по всем регионам, но вот там, где я был, в частности, так сказать, регионы Северо-Запад и вот рядом, да, удается, и очень приятно, что именно даже, так сказать, не беря какие-то творческие вещи, да, а вот даже именно и инструменты в школах, и сами здания в очень приличном виде находятся. И, конечно, на самом деле большое хочется выразить благодарность именно
педагогам музыкальных школ, вот, которые занимаются с детьми, потому что это, конечно, подвиг на самом деле. Это очень важное дело. И в основном, мне кажется, почему еще, так сказать, все это поддерживается на должном уровне, потому что люди горят своей профессией, и поэтому, видимо, они как-то этим привлекают и детей, и родителей. Вот. Так что я думаю, что все будет с этим у нас в порядке. Если вернуться вновь к конкурсу, который проходит в Уфе, вот какие главные задачи, как вы думаете, он решает? Главная задача, в принципе, конечно же, всегда конкурс – это, так сказать, некая возможность показать свой талант, свои возможности. И для нас, так сказать, большая, это важная задача именно, так сказать, почувствовать и услышать действительно настоящего исполнителя, настоящий талант, да, потому что бывает, кто-то, может быть, менее удачно выступил, а потом раз и выстрелил, да, скажем, на втором туре. Да. Вот, конечно, это в первую очередь. Но, тем не менее, мне кажется, те участники, которые не займут призовых мест, это тоже, на мой взгляд, очень важный момент участия в конкурсе, потому что это очень развивает. То есть люди, они уже работают, да, не по, так сказать, программе обычной, вузовской, да, там сыграл зачет, экзамен, расширяется репертуар, потом возможность послушать своих сверстников, как они играют, какой уровень. Это колоссально развивает и дает потом большой какой-то толчок к развитию музыкантов. Так что, конечно, важны конкурсы. Хотя сейчас их огромное количество, но мне кажется, вот именно этот конкурс, он сделан как вот настоящий конкурс такой с традицией. И да, я хочу очень пожелать этому конкурсу хороших традиций, чтобы он продолжался и стал очень таким известным у нас в стране. Спасибо огромное, Евгений Вячеславович, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам. Поделились своими впечатлениями. Мы очень надеемся, что ваше пожелание, чтобы конкурс стал традиционным, действительно реализуется, воплотится в жизнь. Спасибо. Благодарю вас. Это была программа «Интервью». В студии был Евгений Изотов, член жюри первого международного конкурса имени Светланы Хамидуллиной, доцент кафедры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С вами была Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.